Сегодня у нас в гости позвала семья, живущая в доме 18/1 по улице Пионерская. Так, расскажите, пожалуйста, о том, как вы заехали в этот дом и вообще какой он был в начале. Ага. Ну, я в Якутске с рождения, жили на Сайсаре. У нас там снесли частный сектор вдоль озера Сайсар, и нам дали здесь на квартале квартиры. Сначала мы жили Пионерская 31/1. А потом уже, мы все молодые были, братья, сестры, мы их разделили, эту квартиру, и переехали вот рядом дом 39/1. А потом уже я здесь с этими людьми, которые здесь жили, у них были большие долги, и вот я их на долги погасила, и мы поменялись на эту квартиру. Это какой год Это был получился? 89-й, 88-й, наверное, вот так вот где-то будет. И вот с этого поры у нас здесь были печки, такие железные печки на кухне стояли. Мы ее, конечно, убрали. Было отопление, вода, все, что и осталось до сих пор. Ничего не поменялось. И вот с той поры мы как бы сюда переехали по гарантийным письмам, что нам обещали потом дать благоустроенное жилье. Еще тогда у нас был Бородин, был здесь мэром. Естественно, потом нам сказали, вот он вам обещал, вот у него и получаете, когда он в Москву уехал. И все, и так мы здесь и остались, и живем, и ждем сноса. Вот всю жизнь ждем, когда нас несут. Уже состарились. Раньше, конечно, молодые-то были, как-то не замечалось вот это все. И ведра таскали на помойку, бегали по лестнице. И помыться то к брату ходили, то к родственникам ездили куда-то помыться. А сейчас целая проблема, когда я сейчас инвалид второй группы, не ходячая. И для меня это уже проблемы. Помыться — это тазики, ведра — это на помойку. Вот здесь у меня 2 дочери, 6 внуков, 1 правнук. И все в этой квартире родились. Но сейчас, конечно, здесь места стало мало. Сейчас со мной живут 2 внука, дочь и 2 внучки. А остальные кто где квартиры снимает. Вот. А так у нас вот там, наверное, вы знаете, стройка вот там осталась сейчас, там только сваи забиты. Видели. Когда вот наш любимый президент Николаев баллотировался, я даже писала ему, что когда вот он должен был сюда приехать, вот это открытие стройки, здесь прямо все песком засыпали, там ТП, все, и вот он там выступал, показывал. Я тогда писала, что вы там вот вы выступаете, вы зайдите в наши квартиры, посмотрите, как мы живем. Что это уже вот надоело, уже вот здесь все это стоит, эти ведра, выносить эту воду только зимой у нас горячая через батареи, вода. А мы, считайте, я родилась здесь в Якутии, я уже заработала не последний человек в городе была, и муж у меня в милиции тогда работал, майор был. Вот так и живем. И мне кажется, что поменялось? Ждали всю жизнь, вот здесь баню. Вот там возле Новинки, вы, наверное, видели коричневое здание? Меркурий. Меркурий сейчас там, да? Вот это обещали для квартала баню. Мы тут все крестились, слава тебе, Господи. Хоть есть куда помыться сходить. Потом там грибок, потом тут все это распалось, тут это перестройки-то и все. И это здание заморозили. Оно стояло, а сейчас там непонятно. Магазин за магазином меняется. Естественно, никакой бани нету. Вот. Что еще нового здесь построили? Вот строительный рынок. Тоже, когда начинали его строить, эти всякие депутаты наши, ой, мы вам здесь то сделаем, это сделаем. В итоге ничего не сделали. Это вот детская площадка, и то это не они сделали. Почему они сделали? Вот у меня вот этот внук, Арман, он, значит, в 27-й школе все у нас здесь дети учились, и дочери, и внуки. Вот. Он, значит, возглавлял в школе, как, Арман, правильно называется? Борьба. ЗОЖ, что ли? Как? Детская общественная организация. Вот. Они вот выходили здесь, значит, все это чистили. И даже, знаете, как-то в мэрии было, значит, какое-то собрание. Арман ей туда проект, еще Аксентьева нашей. Он ей прямо проект такой писал. И писал ей, типа, как заявки, заявления, чтобы вот хотя бы сделали тротуары. Что когда весна, у нас бедные дети не знают, как пройти до школы. Во-первых, собаки, во-вторых, грязь и лужи кругом. А на что она ему ответила? Их собирали в мэрии.
Он тоже там был, ну, она его даже знала в лицо. Ага, она ему говорит: Арман, вот ты мне писал вот такое заявление насчет тротуаров. Мол, мы не будем делать тротуары, потому что вас скоро сносить будут. Мгм. Ну, естественно, нас свалила. Она теперь не мэр, ушла повыше, а мы остались здесь и без тротуаров, и без всего прочего. У нас, значит, 25-30 год снос, график. Аварийность 75% дома. Ну, естественно, никто это ничего не будет. Даже уже веры никакой нету, что когда-то нас несут. Я даже, мне кажется, не доживу. Вот я лично уже не доживу. Хотя бы дети или внуки бы хоть, я не знаю, месяц пожили в нормальных человеческих условиях. Ну, вот это моя мечта. Хотя бы месяц пожить, извиняюсь за выражение, сходить в туалет, нормально помыться нормально, а не так, что тазик один налили, помыли, выносим, другой налили. Вот это такое у меня мытье называется. Молодые-то им полегче, они хоть куда-то сходят, а я-то не хожу, не ходячая, так я сижу. Выйти у нас невозможно, в подъезде холод. Поднимались, наверное, видели батареи? Уже сколько раз писали, чтобы нам сделали эту батарею. Это вот, наверное, года 3-4, как она у нас тогда взорвалась, перемерзло все. Ну и все, на этом все, до свидос. Так оно, никто ничего и не делает. Все так оно и стоит, и едет. А вот этот сваи сделали прямо так, эти китаёзы работали прямо с 9 утра до 6 вечера, по часам вот можно было сверять. А потом вдруг все раз и замолчало. То им стало мешать аэропорт, то им стало, значит, здесь... Ну, они говорят, очень большие цены загнули, чтобы им дали денег. Ну, наши, естественно, не дали. И все, и вот стоит заморожены эти все сваи, только воды прибавилось. И все, и больше надежды никакой нет на снос. Наш квартал, это мы как гетто вот какой-то, брошенные всеми, вот забытые. Живем здесь, доживаем свой век. И вот молодежь здесь спивается уже. Вот я, допустим, здесь работала, вот магазин «Новинка» раньше был, я работала в нем, в этом магазине. И вот, ну, видела вот эти подрастающие. Сейчас они все пьют. Вот, понимаете, старшее поколение, кто умер, кто уехал, а вот это второе поколение просто алкашники натуральные стали. Все. С утра до вечера вот эта собачатина, вот эти печарики. У нас дом вот лично, вот сейчас мы остались, одна единственная квартира, которая не пьет. Остальные в доме у нас, даже вот на днях, прямо с окна сосед бедный вывалился, пил и насмерть умер. Ну, в больницу увезли, он там ночью умер. Ну и все, и вот изменений-то ноль, никаких нет изменений. На нашем квартале нет никаких изменений. Ничего не обещаю. Ничего не обещают, да. А что, ну говорят, ну вот 25-30 год, так если еще 13-й год не расселили. Что говорить-то про нас тогда же? Кто нас расселил? Вот буквально на днях у нас в группе писали, что, значит, подали 8-й год, подавали, значит, на суд и высудили, чтобы их расселили сейчас. Ну вот расселят, не расселят, это еще бабушка надвое сказала. А так никаких здесь нету, даже подвижек нет, чтобы что-то было. У нас то одно случается, то другое. Сейчас вот пожары. Откуда опять будут деньги? То Олимпиада была, денег для нас не было. Сейчас вот пожары, потом будут строить мост. И все, и для квартала нет мест, нету. Теперь, видите, у нас причина в том, что у нас рядом аэропорт. И якобы из-за этого там какие-то комиссии собирались, что будут мешать высотные дома. А трехэтажные нецелесообразно строить. Вот так все идет. Одно за одно. А люди живут, вот эти ведра, помойки, грязь. Летом невозможно открыть окна. Это мухота. Тараканы, это ужас какой-то у нас просто. У нас постоянная борьба с тараканами. Постоянно покупаем всякую отраву. Уже какую не покупали, чтобы брызгать. В общем, не знаю, какие здесь еще изменения. Школа как стояла и стоит на среднем месте. Каждый год на нее на ремонт, она такая же. Я училась, она точно такая же была. А, получается, с каждым годом все хуже и хуже становится. Конечно, потому хуже. Вы что, 87 дома-то посмотрите. Они же все вот наш единственный дом, он еще как-то более-менее так вот с улицы смотрится, да? А вот рядом-то дома, они ведь все вот так уже слаживаются вот совсем. Вниз идут. Да. Холодина.
В свое время 17-й квартал, когда начали дома строить, ну, когда в 89-м году, это самый классный район, наверное? Ну, в принципе, да. Если мы когда жили в частном секторе, в частном доме, конечно, мы молодые были. Нам, поскольку около 30 было, по 20 там с копейками лет, естественно, мы приехали сюда, что здесь есть отопление, вода холодная, а мы всю жизнь выросли, топили печки, это лед постоянно, ну вот все это. Вы же, наверное, знаете, как раньше у нас было. Вот. Конечно, это для нас было, ой, ужас, еще такие квартиры, столько комнат, там, все такое прочее. А потом-то все это с годами-то уже, ну, когда люди живут в человеческих условиях, а мы живем просто как бичи натуральные. Так, теперь вы расскажите, как вы росли в этом доме. Где учились, И вот где также, да. Что обещали вообще? Ну, я-то не помню особо, что тут обещали. Я сюда маленькая заехала, как бы. Сколько мне было-то лет? 12, наверное, в эту квартиру. Ну, в школу 27-м ходила. Кстати, вот мимо этой бани, которую обещали построить. Я еще ходила в школу, она все строилась. И так ее и не достроили, эту баню. Ну, что еще? Больше я не знаю. Ну, садики детские. Тут вот садики были, какой-то садик. Правда, его снесли, деревянный сделали, каменный вроде бы. Вот там возле когда школы. Ну, а школа хожу, смотрю, все такая же, вообще не меняется. Такая же старая сверху, все древняя. И внутри как бы, и снаружи. У меня там сыновья, потому что учились, я ходила туда, проверяла. Дети у смотрела. вас родились, выросли, да? Вот. Да, здесь все 3 сына родились в Якутске, здесь все выросли. А раньше условия для развлечения детей, вот, допустим, те же площадки, они были лучше? Их вообще не было. И сейчас их нету, в принципе. И все. А вот здесь, чтоб на квартале, у нас вообще нету и не было никаких. А нет, помню, был какой-то один планетарий раньше, давно-давно. Клуб был. Клуб там, планетарий был. Да, его сейчас все закрыли. Давно, Раньше давно. дети хоть туда ходили, занимались там. Ну, вот в двухэтажке он был этот Ну клуб. все, а так на дому у нас родители сами организовывали. Собирали нас, там девочек учили готовить, мальчиков там что-то пилить. Ну, такое вот. Ну, дача была, на даче, естественно. Ну, да. Ну, сейчас уже все, жизнь стихла здесь, да, получается? Да и не было И здесь ничего. Ну, вот вас же обучали, вы говорите. Ну, да. То есть раньше Наши было... родители, наши сами А. родители. Просто на дому мы ходили А. к девочкам, к другим, к одноклассницам. И их мамы там учили вот просто. С нами занимались. Родительский комитет. Вот у меня мама тоже была всю жизнь в родительском комитете. Подарки собирали они все сами. Вот это все сами делали. Как бы. Это все делают сейчас. Да. А так ничего. Сами билеты какие-то покупали, чтобы вот в цирк куда-то. А по кварталу нет, здесь ничего и не было. Здесь и не было, и нет. А может, у вас есть какие-то просьбы, ну, более-менее реальные? Конечно, они прямо сейчас не расселят, да, вас? У меня Всё-таки о чем-то единственная попросить, просьба может, выехать утеплить дом? отсюда. Ну, Выехать отсюда, и чтобы хотя бы вот прямо день или два пожить в благоустроенной квартире. Что вы о чем мечтаете? съехать отсюда. Нет, вот одна хочет, а может у нее другие мечты. Да нет, такие же. В принципе, то же самое. Нормальное жилье, нормальная работа. Ну, у детей бы поведение получше. Нет, у детей нормальное поведение. Они все работают, учатся, все у них нормально. Конечно, у нас что, ну вот мечты, у меня какая я сейчас болею. Мне бы хотя бы денечек, чтобы здоровой побыть. Вот у меня, вот знаете, такая глупая мечта. Мне так хочется сходить в магазин за хлебом. Своими ногами. Потому что я вообще не хожу. Я уже 2-й год сижу, даже на улицу не выхожу. Потому что по такой лестнице это надо внукам всем меня тащат, помогают, чтобы спуститься. Здесь вот даже, ну вот здесь пандус даже не сделаешь. Потому что невозможно, такие лестницы крутые. Вот. А у них мечты. Конечно, чтобы дети, вот сейчас у нее уже внук есть. Чтобы внук был, вырос. В этом доме сколько поколений живет? 3. Прописано 4. Никита тоже здесь прописан на квартале у нас. Вот я живу, дочь живет младшая, ее 2 детей. И вот Нина, 2 сына со мной живут, чтобы помогать бабушке
туда-сюда. А ваше четвертое поколение почему с вами не живет? Четвертое, ну, он, Никитка, старший внук, они снимают квартиру, где здесь жить-то? Вот все эти халупы. Со мной внучка спит старшая, потому что негде больше спать. Здесь дочь спит с младшей внучкой. Там пацаны, у них диван и кресло-кровать. Все. Поначалу, ну, для меня было, я когда сюда приехал, у нас вот там гора, где помойка, да, зимой как бы там не видно то, что помоя и так далее, все в снегу было. Я такой, ну, как бы с машины выхожу, о, горка возле дома. Домой еще радостный такой захожу, там бабушка что-то пирожки постряпала, то, что прилетели. Я говорю, там что, горка? Она такая, да, завтра посмотришь эту горку. Ну, а на следующий день выхожу, смотрю, там помойка такой. Было весело. Ну, для меня то, что я, в принципе, в детстве не успел ощутить вот эти помойки и так далее, потому что мы уехали. Но потом уже в таком более осознанном возрасте, ну, там, 12, 13 и так далее, было так весомо. С 2018 года, ну, мы просто вот толпучкой собрались, кто чисто во дворе, и начали уже как-то идти вперед, там, добиваться, чтобы нам просто там площадку засыпали песком, какие-то, не знаю, там, цветы, клумбы и так далее. Организовали просто детское общественное движение, вышли на Саву Анатольевича. Вот такой хороший мужик. С ним мы очень Его прямо. плотно сотрудничали. Депутат Якутской городской думы Марьяна Матвеевна, это владелец гостиницы «Арту Дайду». Артур. Неважно. Да. Она к нам как-то пришла в школу, чтобы что-то там сочинение мы писали, что-то такое. Она отметила, что вот, ну, твое сочинение мне понравилось. Давай твой проект как бы воплотим. Да, проекты делали. И все, мы начали воплощать. Кстати, у него за этот проект медаль, и он занял 2-е место по городу. Написали проект, собрались, встретились с ней. Она нам предоставила форму, там полностью сказала, составьте смету расходов, что вам нужно. Все нам приобрела, ну и мы начали действовать. Отправила его фотографию. Действовали очень напряженно, потому что люди, которые... Ну вот мы, в принципе, субботник идет, мы убираемся, и тут же перед нами кидают там окурки, плюют. И это было настолько вот отвратительно, что хотелось вот это, чем мы убирали, просто ударить. Выходили все, неважно, тому руководителю, правый, тот же самый депутат. То есть они все убирали, не чисто вот так на камеру показали, мы убрали, а полноценно убирали этот мусор. Единственный, кто из всех вот руководителей, там, ну, возьмем из власти, да, более это Сава Анатольевич, который, ну, в любое время он, в принципе, помогал, если там что-то по дому, там, если трубу прорвало или еще что-то. Михайлов. Вот такой мужик хороший. Когда он уходил, ну, то есть мы, в принципе, сотрудничали, и последний вот перед его уходом с поста, он там собрал всех детей, всех активистов, сделал такой, типа, мини-фуршет, там всем подарил подарки, что-то наградил там. Ну, в принципе, если брать его работу по строительному округу, он, ну, не то, что сказал, там, все мы сделаем, он приходил, смотрел и делал. То есть во дворах часто его можно было увидеть, как он смотрит, там кому-то дает поручения, чтобы выполняли. Именно по нашему двору, вот площадка, у нас там дом есть, мама с мальчиком сгорела, мальчику было 7 лет, к нам сюда приходил Данилов, депутат по строительному округу, ну, если я не ошибаюсь. Ну, да, Данилов да. было. Угу. Он к нам сюда приходил, мальчик подбежал, он увидел там камеры, такая как бы суета. Он туда подбегает, говорит, можно мне площадку? Ну, типа, мне играть негде. Он, ну да, будет площадка, там гаражи снесли, все. Он ее так и не дождался, сгорел, получается. Ну, дом возле помойки. Да.
И был скандал такой, то, что он потом пришел, к нему еще один мальчик подошел, говорит, вот, типа, Максимка просил, он сейчас сгорел, а площадки нет, он не дождался. Он это воспринял в штыки, типа, ну, почему я должен, там, что такое было. И его защитники, ну, кто голосовал за него и так далее, они вместе с ним ходили, накинулись там на соседей с того дома, типа, что вы от него требуете. Он, ну, типа, пусть он нам поставит, потом он вам поставит. И ваши дети пусть там не ходят в наш двор и так далее. Ну, был такой скандал между дворами из-за этой площадки. Потом ее установили. Мы пошли туда, в управу. С управы мы пошли до его строительного округа, где он, строительного рынка, он там в кабинете сидит. Попросили краску, что-то еще. Он нам выделил. Все, потом, ну, мы собирались как бы покрасить эту площадку, чтобы нормально было. Краску я принес себе домой, ну, поставил что на улицу, я буду ставить. Там пришла какая-то женщина, то его защитница, то ли кто. Давай сюда краску, типа, ты ее там себе заберешь. Я говорю, ну, мне, в принципе, она не нужна, то есть мне красить ничего не надо. Зеленый, там, красный, я дома вряд ли что покрашу. Там даже белой не было. То есть вот такой скандал произошел, но на этой почве организация просто так потихоньку распалась, потому что мы-то требовали, мы просили, мы там по факту раскладывали то, что вот вы говорите, вы не делаете. Но люди это воспринимали в штыки, так скажем, так плавненько слили, чтобы мы ничего. Мы шли напрямую там до мэра, доходили, то есть люди, которые нам, в принципе, помогали, мы могли сделать так, чтобы эти люди дальше нам помогали, но люди, которые окружали нас, они как-то к этому плохо относились. В итоге наша организация там пробыла почти 1,5 года. Каждый субботник, то есть большое количество людей шло, они там знали, что определенно там, не знаю, там 25 числа будет, да, субботник будет и так далее. Все приезжали, все помогали, то есть Сава Анатольевич там инвентарь, Марьяна Матвеевна какие-то сладости, что-то еще. То есть люди из властей они нормально помогали, и несмотря на то, что эту площадку мы поставили с трудом, площадке уже хана. Вот так. Вот это, получается, было раньше, делали как футбольное поле, ну там трава, нормально было, огородили, чтобы там помойки и так далее ничего не лили. Вот та самая грандиозная площадка, которую нам установили, добивались еле-еле. Сколько ей уже? 2 года будет. В этом доме семья проживает более 30 лет. Здесь уже выросло 3 поколения. В семье есть инвалид. Добрая, открытая бабушка, которая мечтает хоть один день прожить в человеческих условиях.